Приветствую, уважаемые участники. Мы рады приветствовать вас на очередной в этом году уже 5-й онлайн-конференции, которая проводится совместно с Автоматическим хабом государственной службы и Академией государственного управления президента Кыргызской республики Дмитрия Пахтаханова. Тема сегодняшней онлайн-конференции – каналы коммуникации общественности и государственных органов в Казахстане. И приглашенный лектор сегодня госпожа Амина Маджидова из Республики Казахстан. Для открытия сегодняшней онлайн-конференции разрешите передать слово господину Тулубеку Джафарову, который является заведующей кафедрой государственного и муниципального управления Академии государственного управления президента Кыргызской республики. Чуть поближе. Добрый вечер, уважаемые участники конференции. Добрый вечер, Александр Байменович, если вы слышите. Вечер, желательно рассказать Айнура Магомедовна. От имени ректората и ректора Академии госуправления Ахматалиева Алмаза Ахматалиевича приветствую вас на этой конференции. Как вы знаете, уже серия лекций прошли, онлайн-лекции. Участником является который фонд Хансайделя, Академия госуправления, а также Ассоциация хабов государственной службы. И у нас уже, как было сказано, 5-я лекция, серия 5-я. И поэтому желаю вам, участников, тема очень интересная. Здесь присутствуют наши студенты по направлению именно государственного направления, а также были подключены в онлайн-конференции и другие студенты-магистранты, обучающие совместно в программе фонда Ханза Зайделя, государственное управление, менеджмент госсектора и государственное управление. И, соответственно, с этим, что я хочу сказать, что это полезная лекция, мы постоянно проводим. Вот в этой раз приглашали там опытного эксперта. И, соответственно, желаю всем вам послушать эту лекцию. Наверное, будет эта лекция полезна для вашей будущей специальности. Именно тема лекции ориентирована на вас. И желаю вам всем спасибо, что пришли. Кто подключился в онлайн-лекции, им тоже желаем удачи. И госпоже Айнуре Мажитовне огромное спасибо за то, что она откликнулась и прочитать онлайн-конференцию. Спасибо вам. Спасибо, Дмитрий Витальевич. Следующее слово предоставляется господину Канабеку Субатбекову, заместителю руководителя представительства фонда Ханза Зайделя в Центральной Азии. Уважаемая Айнура Мамбаевна, уважаемый господин Утешев, уважаемый Виктор Далиевич, уважаемые стипендиаты и магистранты Академии, позвольте поприветствовать вас от имени доктора Макс Георг Майера, руководителя проекта фонда Ханза Зайделя в Центральной Азии. Наш фонд совместно с Академией продолжает серию онлайн-конференций на тему государственного управления и государственная служба во всем мире. Позвольте поблагодарить Айнуру Бронбаевну за согласие, за поддержку, активное участие в нашей совместной образовательной инициативе. Надеемся, что будет интересно и также полезно в нашей работе данной онлайн-конференции. Спасибо. Спасибо. Следующее слово предоставляется господину Максату Утешеву, советнику Астанинского хаба государственной службы. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы выразить от имени управляющего комитета хаба и господина Алихана Байменова, председателя управляющего комитета, благодарность ректору Академии господину Ахматалиеву,
господину Георгу Максмайеру, председателю фонда Ханса Зайделя, за организацию этой лекции. Как уже выше отметили, это не первая лекция, серия таких лекций проходит. И большую благодарность хотел бы выразить заместителю директора Института общественного мнения госпоже Айнур Мажитовой за то, что она любезно согласилась провести данную лекцию. Хотелось бы отметить, что мы не первый год работаем совместно с Институтом общественного мнения. И это одно из исследований, которое мы провели в прошлом году по анализу каналов коммуникаций между государственными органами и населением. Дело в том, что в прошлом году к нам с просьбой проанализировать данную отрасль обратилось Министерство информации и общественного развития Казахстана ввиду того, что есть определенные проблемы в взаимодействии между населением и государственными органами. И, соответственно, данный заказ, Астанинский хаб обратился уже к институту, чтобы они провели данные исследования. Результаты исследования, думаю, покажутся вам интересными. И надеюсь, что в целом лекция будет полезна для слушателей. Спасибо большое. И, как уже является традицией, прежде чем передавать слово Айнур Маджитовне, мы даем краткую информацию о том государстве, которое представляет лектор. В этом случае это получается Республика Казахстан. Республика Казахстан, как вы знаете, наш сосед. Республика Казахстан является унитарным государством с парламентской формой правления, светское государство, с президентской формой правления. Республика Казахстан население составляет около 20 миллионов, и оно находится на 62-м месте в мире по численности населения. Территория Казахстана составляет около 2 миллионов 724 тысячи квадратных метров и является на 9-м месте в мире. То, что касается административно-территориальной структуры, страна включает 20 административно-территориальных единиц, куда входят 17 областей, 3 города республиканского значения. Главой государства является президент, исполнительная власть исполняется правительством, законодательная власть исполняется парламентом. Парламент состоит из Сената и Маджлиса. Теперь разрешите предоставить краткую информацию про Айнур Барабаевну Маджитову. Айнур Барабаевна является магистром социальных наук. Свою трудовую деятельность она начала в качестве ассистента отдела обработки данных в Институте социальных политических исследований. В этом же институте она проработала экспертом более 3 лет, являлась заместителем директора исследовательского института общественного мнения, руководителем исследовательского института общественного мнения и в настоящее время является заместителем директора исследовательского института общественного мнения. Айнур Барабаевна является автором более 20 статей и участвовала в ряде 10 социологических исследований. А теперь с удовольствием я предоставлю слово Айнур Барабаевне Маджитовой. Хайрлы кеш, құрметті қатысушылар. Добрый вечер, уважаемые участники. Рада вас всех приветствовать. Хотелось бы, наверное, не начиная свою презентацию, поблагодарить Академию государственного управления при президенте Кыргызской республики за возможность сегодня выступить перед вами
фонд Ханса Зайделя в Центральной Азии, тоже поблагодарить за возможность выступить сегодня с презентациями, результатами исследований. Ну и, конечно, отдельную благодарность хотелось бы выразить Астанинскому хабу государственной службы за очень интересный проект, который мы реализовали в 2022 году. Как уже Максут Ибраевич отметил, что это был не единственный проект. В 2022 году были реализованы ряд проектов совместно с Астанинским хабом. И вот один из таких вот интересных проектов, который как бы была у нас возможность реализовать, и вот сегодня выступить с результатами исследований. Конечно, получится очень коротко, за 20 минут все невозможно будет, но я думаю, что у вас будет еще возможность посмотреть издания, которые они выпустили, которые есть на нашем сайте, которые есть на сайте Астанинского хаба. Так, всем видно, да, презентация? Да, видно. Ага, сейчас минуточку еще на весь экран сделаю. Ага. Вообще у нас тема называлась проекта «Анализ каналов коммуникации государственных органов с населением». Этот проект был реализован по заказу Астанинского хаба государственной службы при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Конечно, проект был реализован при очень хорошей поддержке, скажем, полевых работ, исследовательского института общественного мнения, в котором мы работали, и здесь хорошо, мы совместно работали с коллегой Ашкеновой Гузем Такимбаевной, которые непосредственно работали над этим проектом. Хочу перелистнуть. Проект был реализован в 2022 году. Цель исследования была, коротко расскажу о методологии, цель исследования была сделать анализ коммуникации государственных органов именно с населением. Сам проект мы разделили на 3 этапа. Это казахстанский опыт мы рассматривали, международный опыт рассматривали. И, конечно, рассматривая казахстанский опыт и международный опыт, мы уже реализовывали карту процессов взаимодействия именно государственных органов с населением. Рисовались карты. Но когда мы смотрели казахстанский опыт, непосредственно мы проводили опрос населения и анализ документов. Тогда давайте, наверное, перед началом того, что мы будем рассматривать каналы коммуникации, нужно отметить, что в Казахстане на сегодняшний день есть 15 каналов коммуникации. И это очень хорошее количество. Это есть личные приемы, общественные приемы, фронт-офисы, которые работают во всех областях, колл-центры, контакт-центры, телефонное доверие, блок первого руководителя считается тоже отдельным каналом коммуникации, сервис онлайн-приемные, официальные аккаунты, сайт государственных органов, портал электронного правительства, открытое правительство. Можно будет также нарочно подавать все обращения. Специальное приложение есть в определенных городах, это Алмата, Астана и в больших городах, и ЕУТНШ. Это все 15 каналов коммуникации, которые непосредственно имеют связь государственных органов с населением. Но когда мы начинали реализовывать этот проект, нам было интересно посмотреть, насколько все 15 каналов коммуникации интересны самому населению, насколько они используются, знают ли они об этих каналах коммуникации. И было предложено рабочей командой провести онлайн-опрос в 17 областях Казахстана и в 3 городах. До этого было сказано, да, что в Казахстане 17 областей и 3 города республиканского значения: Астана, Алмата и Шымкент. Опрос проводился среди населения старше 18 лет. Полевые работы были проведены в октябре месяце по методу... Слышно, да? Да, слышно. Ага. По методу квота на платформе Koba Collection, это был онлайн-опрос, 1000 респондентов было охвачено нами от 18 лет и старше, ну и все обрабатывалось в специализированной программе SPSS. Это вот мы проводили опрос населения. Выборку вы можете посмотреть, мы ее делали репрезентативно, чтобы покрыть в том числе и соблюдать все социально-демографические параметры по всем областям и городам республиканского значения. Также, получается, вторым этапом мы проводили анализ документов именно по 21 госоргану, это 6 министерств. Министерства не включали комитеты.
У нас есть 3 акимата городского республиканского значения, это Астана, Алма-Ата и Шымкент, 2 акимата городов областного значения, получается ниже, потом идем районного значения, 4 акимата было, и 4 акимата еще ниже сельских округов. Вот перед нами стояла задача посмотреть их полностью документооборот, анализ документов. Для этого мы тоже сделали, так скажем, 2 направления. Один из направлений мы делали официальные запросы в госорганы, где мы хотели получить последнюю статистику на наши запросы за последние 2 года. За исключением, вот как раз мы когда начинали проводить опрос, у нас было разделение министерств, и какие-то министерства мы практически анализировали за последние полгода, потому что было разделение министерств. Ну и второй анализ, это когда мы делали сами непосредственно эксперты, без участия госорганов, когда мы официальные аккаунты рассматривали, социальные сети, сколько у них подписчиков, какая информация передается, как они быстро реагируют на те или иные комментарии, портал электронного правительства и открытое правительство, которое у нас есть, мы все данные, получается, рассматривали по тем данным. Третьим этапом, это не третьим этапом, даже второй этап еще считается, мы рассматривали международный опыт. В международном опыте мы брали опыт 7 стран. Это Дания, Финляндия, не то что брали, наверное, рассматривали, анализировали. Это Дания, Финляндия, Южная Корея, Эстония, Канада, Литва и Грузия. Мы смотрели каналы коммуникации государственных органов с населением, какие же у них имеются, какой же у них имеется опыт. Сравнительный контент-анализ делался, конечно, официальными ресурсами были это их неофициальные сайты, либо статьи, международные доклады, которые мы могли использовать в открытом доступе, что у нас было под рукой. Это все проводилось в октябре-ноябре месяца 2022 года. Наверное, просто задается вопросом, почему были именно выбраны эти страны, а не те или не другие. Изначально с нашими заказчиками, нашими партнерами были оговорены эти страны, но для того, чтобы мы понимали, на кого нужно равняться и какие страны могут быть для нас большим примером, хорошим примером, мы смотрели исследования, которые проводится United National E-Government Survey, это получается исследование, они смотрели возможность госорганов использования информационных коммуникаций, и там участвует более 190 стран. Мы равнялись на эти страны, те страны, которые занимали первые места, мы старались брать эти страны. Дания, она является страной, которая в 2020 году и 2022 году занимала первое место по всем своим показателям. Конечно, интересно было бы нам посмотреть страну, как Литва. Канада для нас была интересной, ну и, конечно, Грузия, которая за последний год сделала очень большой такой рывок по своим показателям именно коммуникации с населением и госорганом. И эти страны выбраны были для анализа, для того, чтобы мы могли посмотреть самые лучшие их опыты и предоставить для нашего госоргана. Наверное, некоторые результаты исследований я вас познакомлю. Значит, в общей сложности для онлайн-опроса мы задавали нашим гражданам, вышло около 19 вопросов, если я сейчас не совру, и плюс социально-демографический блок, 19 вопросов и плюс социально-демографический блок. Ну и, конечно, как уже ранее наша коллега говорила, опросы проводятся на 2 языках, на каком ему было удобно. И мы задавали им вопросы, да, что в 2006 году у нас действует портал электронного правительства, где можно получать государственные услуги в электронном онлайн-формате. Знают ли они об этом? И можно сказать, что 93% населения говорили о том, что они знают, что у нас есть электронное правительство. Электронное правительство – это у нас возможность в онлайн-формате в одном окошке получить все госуслуги, практически все госуслуги, которые у нас есть в госоргане. Спрашивали, какие возможности, предоставляемые электронным правительством, для вас наиболее важны. И, конечно же, здесь одним из всех показателей, что первая тройка, это говорилось о том, что это все можно получить в государственном виде, в электронном виде. Возможность направить, опять же, электронность. И, опять же, на 3-м месте эта вся тройка говорилась о том, что это экономия времени,
достаточно в электронной версии отправить все документы, которые тебе нужны, тебе не нужно никуда ходить, тебе достаточно только все загрузить в электронной версии и получить все эти документы. Когда мы говорим о традиционности тех или иных вопросов, нам было очень интересно узнать, какое из следующих высказываний в большей степени отражает их мнение. Мы здесь видим, что наши респонденты все-таки любят получать комбинированный метод, они любят все получать в электронной версии, но в то же время традиционно офлайн метод у них остается также в приоритете. Там в дальнейшем мы уже спрашивали, для чего, почему они так выбирают, почему есть и традиционная офлайн форма. Некоторые из них говорили о том, что все-таки есть проблема того, что у нас есть проблемы с интернетом, недоверие к электронной документации и так далее. Но в то же время формат электронного, только электронного формата набирает 32,5%. И традиционно офлайн формат, это, конечно, тоже не остается за бортом, но по социально-демографическим параметрам, если мы смотрим, то традиционный офлайн формат, это больше всего выбирают жители села, старшее поколение. Традиционно офлайн и электронный формат выбирают от 18 до 40-35 лет, потому что я думаю, что и тут вопрос и есть технологии, умение использовать те или иные методы. Поэтому здесь получили такие показатели. И, конечно же, если у вас есть онлайн-возможность в электронном формате получать ту или иную услугу, мы спрашивали у них, какие есть преимущества электронного взаимодействия. И тут первая тройка – это возможность не стоять в очереди. Мы знаем, что если ты идешь получать государственную услугу, ты обязательно будешь стоять в очереди. Возможность обращаться в любое время, потому что здесь нет временных ограничений. Ты можешь и в 7 утра подать за эту заявку, и в 9 вечера подать. И, конечно, сокращение временных рамок. Но во время интервью были такие моменты, когда они говорили, что старшее поколение, которое все же предпочитает офлайн формат в бумажном виде, для них больше, наверное, интереснее было бы как раз-то стоять в очереди, поболтать, например, это налаживание коммуникации и так далее. Поэтому здесь есть разница именно возрастных, когда мы говорим, что есть возможности, есть преимущества тех или иных показателей. Мы спрашивали, каким каналом коммуникации вы использовали в последнем обращении государственный орган. При нашем опросе половина респондентов, около 40% респондентов, они обращались по получению государственного органа, и те респонденты, которые обращались, мы у них спрашивали, какой канал коммуникации вы использовали. И, конечно же, на первом портале это правительство ЕГОВ. В целом в Казахстане правительство по электронному правительству ЕГОВ достаточно очень много услуг, которые ты можешь получить. Ну и, конечно, личный прием и колл-центры. Здесь нужно отметить, что электронный портал правительства ЕГОВ это больше всего этой услугой получали от 18 до 29, от 30 до 45, но колл-центры также, это чаще всего использует молодежь, но личный прием это уже люди старшего поколения, которые все-таки предпочитают нести тот или иной документ наручным. В случае возникновения необходимости обращения с запросом в государственный орган, какие варианты обращения могут быть для вас наиболее предпочтительны. Опять же, мы видим, что у нас портал ЕГОВ на первом месте, на втором это личный прием и общественно приемные госорганы. Это тоже один из таких показателей, когда старшее поколение любит все письма или все свои обращения получать, относить наручно. Если по социально-демографическим параметрам смотреть, то картина же не меняется. Через ЕГОВ большая часть использует это люди с высшим образованием и молодое поколение, и где больше идет как наручное, либо личный прием или общественную приемную нести нужно, то там уже идет старшее поколение. Ну и в целом, когда мы говорим, как бы вы оценили качество работы государственных органов, мы видим, что 62,4% у нас говорят о том, что они хороший уровень, достаточно хороший уровень, но и те, которые говорят, что недостаточно, и низкий,
это у нас около 30%. Ну, также мы спрашивали, какие есть у вас затруднения, когда вы получаете те или иные государственные услуги. Ну, там же есть, опять же, нехватка знаний получения через портал ЕГОВ. Где-то в каких-то населенных пунктах это недостаточно покрытия интернет-связи. Опять же, есть недоверие электронному документообороту. И все эти моменты были, конечно же, предоставлены нашим государственным органам при написании рекомендаций и в дальнейшей нашей работе. Второй этап, о котором мы говорили, это был анализ документов. Анализ документов я все не буду показывать, но в целом, например, мы сделали запрос по колл-центрам. Это Министерство просвещения были. Есть акиматы города Алматы, это значит республиканского значения. Это далее Аирталский район Северо-Казахстанской области, это уже районный уровень. И мы спрашивали, ну, они нам предоставляли статистику, количество звонков в день, количество звонков в год, сколько операторов у них работает и сколько времени у них уходит на обработку того или иного звонка. Да? Но опять же, когда наши, так скажем, услугополучатели звонят в колл-центры, там нету каких-то определенных ограничений, они делают и запись на личный прием, пишут заявления, да, осуществляют какие-то консультации по различным вопросам. Это может быть по разным компетенциям, это и культура, и строительство, и социальное обеспечение, и это все в колл-центрах. Далее мы можем сказать, что количество звонков контакт-центров, да, в Астане, в Алмате и Шымкенте тоже вы видите по разным направлениям, тоже абсолютно разное количество звонков, которые они получают. И все эти данные нам дали возможность в дальнейшем делать свой анализ. Это у нас именно когда мы делали визуально свой анализ, мы рассматривали, какие государственные органы в каких социальных сетях есть. Далее, для того, чтобы мы делали дальнейший анализ, сколько у них есть подписчиков, как они реагируют на комментарии, как часто у них меняются новостные информации, все ли у них полное и так далее. Ну и, конечно же, то, что мы говорили, это международный опыт. Я останавливаюсь только на коммуникации именно как пример Дании. Как пример Дании можно сказать, что в целом в Казахстане не все так плохо, потому что наш ЕГОВ, он равносилен каналу коммуникации Дании, Borger BK. Он также предоставляет все онлайн-услуги, 2000 государственных услуг можно получить у них в онлайн-формате через почту. У них есть определенная почта, по которому они могут отправить либо получить государственную услугу. И у них практически 91,7% всего населения, они уже задействованы и имеют возможность получать по почте ту или иную услугу. Почту можно зарегистрироваться от 15 лет и старше. Здесь есть одно очень хорошее, так скажем, ноу-хау, которое можно от них получить. Ты отправляешь одно обращение, только в один адресат. Тебе не нужно думать, в какое министерство, либо в какой госорган тебе нужно отправить. И здесь мы можем посмотреть, что если ты житель, либо бизнесмен, либо государственный орган, который отправляет те или иные запросы, они делают один запрос, отправляют, а в дальнейшем уже в техническом решении этот запрос отправляется, либо направляется, перенаправляется в тот госорган, на котором компетентен ответить на тот или иной вопрос. Но если у вас нет возможности получать в электронной версии, то вы можете написать заявление о том, что либо нет интернета, либо нет возможности получать электронную почту. В этом случае тебе предоставляют бумажную версию ответов, но нужно написать обязательно заявление. Но различные есть, как и у нас, мы же тоже делимся как на республиканские, на областные и на районные. Точно так же в Дании тоже есть коммуникации, которые можно поделить по разным уровням. Тебе нужно будет зарегистрироваться, либо ты получаешь самостоятельно услуги, самообслуживания, ты можешь это получить сам, отправить запрос. Ты выбираешь вариант ответов, как тебе должны будут ответить, как тебе удобно получить ответ. Но и в то же время есть возможность, когда в сервисе отсутствует самообслуживание, и там уже коллеги с органов будут тебя полностью ввести и помогать получить ту или иную услугу.
И как бы здесь мы смотрели все, так скажем, лучшие моменты, которые есть в тех или иных странах, каналов коммуникации с населением. И уже зная, что у нас есть в Казахстане, знаем, какие предпочтения есть у нашего населения, знаем, какие у нас хорошие опыты есть стран, теми стран, которых мы смотрели, делали контент-анализ, по ним мы делали карту процессов взаимодействия, мы писали в качестве рекомендаций, что нужно сделать для нашего госоргана. Ну и, например, на примере контакт-центра можно будет говорить о том, что уже у нас есть потребность того, что нужен язык жестов, тогда нужно будет включать видеочат, обязательно нужно делать какие-то определенные доступные информации на государственных сайтах, они должны дублироваться на тех или иных, так скажем, информационных порталах, где можно получить ту или иную услугу. Также есть возможность, да, выбирать, как ты можешь получить ответом, либо тебе позвонят, либо они отправят смс-ку, либо они как бы отправят письменный и так далее. Это все рекомендации были отправлены в виде карты. Ну, и либо на другом примере мы говорили о том, что вот как мы говорили, колл-центры, да, колл-центры также у нас всего в день они получают больше, если правильно помню, больше 20 звонков, но работает всего 2 сотрудника, и звонков по областям и по районам тоже очень разные. Исходя из этого, тоже нужно будет смотреть, насколько у нас коллеги могут получить себе сотрудников набирать. Эти все рекомендации мы также писали у нас в качестве рекомендаций. Я думаю, что вы это сможете все посмотреть. В конце, как бы, дорожная карта была уже с нашей стороны реализована, какая целевая группа, что нужно для этого сделать, какие области, либо какие регионы, на каком уровне мы должны рассматривать те или иные новшества, и для чего это нам нужно будет сделать, и какие нужны источники информации для того, чтобы также донести до населения информацию о том, что у нас есть 15 каналов коммуникации, и при получении тех или иных услуг у тебя есть возможность обратиться по тем или иным пунктам и получить свою государственную услугу. Я думаю, что это был хороший результат того, что вот по результатам социсследования у нас вот в сентябре наш президент указом учредил должность помощников президента, и там есть именно должность по вопросам внутренней политики и коммуникации. Подчеркну, что коммуникация это было вот первое, наверное, первое, что у нас как бы в этом году было создано. И если какие-то будут у вас дополнительные вопросы, я думаю, что вы можете на сайте либо Астанинского хаба государственных услуг, либо на нашем сайте получить уже полный результат исследования на английском языке или на русском языке. А если будут еще какие-то вопросы, вроде бы уложилось, да, время? Так, какие-то вопросы есть? Сейчас. Спасибо большое. Ага. И по традиции вопросы сначала задают те участники, которые находятся в зале, и потом мы уже передаем тем участникам, которые подсоединены онлайн. Хорошо. Только если можно, зала чуть погромче, потому что почему-то очень плохо слышно. Сахар Пермис, магистрант группы ЦГУ. Я очень благодарю вас, Айнур Маджитова, за проделанную работу, за исследовательскую работу. Сделали очень насыщенную презентацию. Я благодарю. У меня такой первый вопрос по Дании и второй вопрос по Алмате. Первый вопрос. Использование электронных порталов в Дании, в Копенгагене, оно там дуалистическая страна, поэтому как обрабатывается простой народ с местного самоуправления, с деревни, пишет письмо королю, либо парламенту, через сколько времени обрабатывается и сколько обратной связи
я не увидел в вашей презентации по обратной связи, и сколько было ответов, да? Возможно ли так? Были ли исследования именно по Дании? Потому что вы показали, что Дания №1 в мире, международным опытом показали. Королю доходят ли все письма от местного самоуправления, там парламенту, да, это доходит, да, там партийная система, там свои электораты каждого, поэтому хотел бы получить этот ответ на первый вопрос. Не очень четко, ясно слышен был вопрос. У кого микрофон, можно еще просто повторить сам вопрос, если не сложно? Вопрос был такой, я повторю, и вы мне поправьте, если... Да? Ближе сделать. Сейчас тишина или задают вопрос? Настраивать. Слышите? К сожалению, очень плохо слышно именно аудитории. Сейчас нам настраивают громкость, сейчас мы повторим вопрос. Хорошо. У меня два вопроса. Первый это по Дании, по международному опыту. Второй по Алмате. В вашей презентации указали международный опыт №1 является Дания. И вопрос такой. Письма от местного самоуправления с простого народа, с деревень, через сколько дней обрабатывается письмо гражданина, письмо королю? И второй вопрос парламенту, да, представители народа. Через сколько это время обрабатывается и получает по запросу избирателя? В вашем презентации я этого не увидел. И по Алмате? Ну, по Алмате вот количество звонков вы указываете в день 25, хотя 20, там 1,5 миллиона живут. И идет еще звонков 11 670 звонков вы указали. И два оператора, да? Два оператора, и обработка идет с 1 до 20 минут. Это успевает ли физически операторы, два оператора, 1,5 миллиона человек, город Алматы? Спасибо большое за ваши вопросы. Давайте... 11 670 не преувеличен ли в вашей презентации? Спасибо большое, я поняла. Давайте я, наверное, начну с Алматы, потому что по Дании мне надо сейчас вспомнить некоторые данные, которые мы рассматривали. По поводу Алматы, вот как раз там мы, когда делали запрос, мы у них спрашивали, Алмата в день принимает 25 звонков. Это, если в общей сложности в год смотреть, это 11 670 человек. Это всего два оператора, которые на одного человека тратят от минуты до 20 минут. А как раз наша задача была посмотреть общую статистику, что на самом деле на сегодняшний день есть. И как рекомендация говорить о том, что даже на 25 человек двоих операторов иметь это очень мало. При этом я говорила о том, что именно как колл-центры, контакт-центры, телефоны доверия, у них нету определенных каких-то ограничений, по каким вопросам ты можешь звонить. И они ведут и прием запись на личный прием, они принимают какие-то заявления, они пытаются решить те или иные вопросы. И в наших рекомендациях было прям сказано, что нужно обучать именно операторов, увеличивать количество
работников. Это все у нас в рекомендации есть, и мы понимаем, конечно, что для Алма-Аты это только колл-центр, да, он 25 звонков, это очень много на двоих операторов. Ну и, конечно же, тут бывает, что, может быть, кто-то бывает занят, либо ты не можешь дозвониться, отсюда идут, и, конечно, те отзывы, которые, когда мы говорим, что мы звоним в колл-центр и не можем дозвониться, если там работают только 2 оператора и 2 сотрудника, которые могут ответить на те или иные вопросы. Ну и опять же, да, когда мы проводили этот опрос, есть пункт как завершение обращения, ну как бы под завершением обращения у нас нету только четкого понимания. Например, условно, вы позвонили ко мне, скажем, вы один из услугополучателей из 25, вы обратились ко мне по тем или иным вопросам, но я вам не смогла ответить, потому что это не в моей компетенции, я не смогла вас перенаправить в правильный контакт, ну, как бы ответить вам правильно, отправляю вам другой контакт и ставлю себе завершение, при этом, что завершение это не всегда идет как удовлетворительный результат. Мы об этом тоже говорили, и как бы, когда мы писали как бы, карту процессов, мы говорили о том, что считаются результативными те работы, на которых есть положительный ответ, положительный, правильный данный. По поводу Дании, там у каждой страны, по каждому запросу есть свое определенное количество дней, я сейчас врать точно не буду, за сколько дней доходят те или иные письма. Ну, а у них же, опять же, есть, как и у нас, система, как вы и видели, как бы республиканский, районный уровень и областной уровень. У каждого из них, как акиматы, есть свои получатели тех или иных писем. Конечно, она идет в одну базу, но далее она распределяется. За сколько дней тот или иной документ должен рассматриваться, у них есть тоже регламенты. А вот сейчас по регламентам я вам не скажу, наверное, нужно будет это посмотреть дополнительно в отчете. Спасибо. 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 Можно еще один вопрос? Вот здесь. Выходить будете? Что вы тут дальше? Давайте тогда вот вопрос пока оставим. Нет, лучше Да. ставить надо. Здравствуйте, я Ешмуратов Нурсултан, группа ЦГУ. У меня такой вопрос. Вот чтобы вот реализовать вот эти все цифровые проекты электронного правительства, ну, сперва же нужно, вот, как говорится, поднять техническую грамотность населения. Вот я у вас в презентации видел то, что Казахстан уже в 6-м месте, да, стоит. Но хотел бы узнать, вот, за такой срок, как получилось так, чтобы подняли грамотность населения. Чтобы успешно использовать электронные услуги, необходимо обладать базовыми навыками работы с компьютером или интернетом. Однако некоторые люди именно в отдаленных населенных пунктах, деревнях, они как бы не имеют доступа к интернету и не обладают навыками использования интернета. Да? Вот как на практике Казахстана, вот за какой срок Казахстан смог как бы донести всему населению, как пользоваться вот всеми цифровыми электронными услугами. Спасибо. Спасибо большое. Ну, смотрите, за 17 лет, да, у нас в 2006 году был запущен проект «Электронное правительство» ЕГОВ, где мы можем электронно получать те или иные документы. То, что вы говорите, техническая грамотность населения, этот вопрос актуальный. И как показывают нам результаты исследования, она есть. Почему большая часть населения до сих пор любит получать комбинированный метод, либо получать как бы в традиционном формате, офлайн формате? Потому что есть, как и недоверие, точно так же есть и техническая неграмотность населения. Какие-то области недостаточно оснащены интернетом, либо не у каждого казахстанца есть под рукой интернет. Ну, эти вопросы решаются государством тем, что сейчас не обязательно тебе иметь компьютер либо ноутбук. Эти приложения можно скачивать на наши смартфоны и через смартфоны получать те же или иные справки, на которые мы тратили день или 2 часа для того, чтобы пойти и получить там справку с места жительства. Сейчас это не нужно делать, это только можно через смартфон получить и вытащить. Но когда электронное правительство запускались, изначально был страх у населения, у казахстанцев получать ту или иную услугу, но
как мы правильно говорим, зоны, да, место, где оснащены это фронт-офисы, они обеспечили компьютерами и сотрудниками, которые обучали, показывали, как можно получить ту или иную услугу. Например, если ты пришел за сменой какого-то документа, они говорили, что сейчас сотрудники вам покажут, вам не нужно стоять в очереди, они показывали, обучали, и в следующий раз этот казахстанец уже мог получить тот документ, не стоя за очередью, а в следующий раз он вообще мог уже не приходить, а получать это через компьютер, либо через свои мобильные приложения. Вот это тоже у нас есть. Покрытие интернета, опять же, это проблема в тех отдаленных селах, где не везде есть интернет, бывают перебои, но несмотря на это у нас, в принципе, в год, как я сейчас вот смотрю статистику, в электронной версии получают больше, в общей сложности, если смотреть, ну, только по одному месяцу и только по одному госуслуги, больше 500, около 600 госуслуг, и каждый год количество государственных услуг тоже у нас увеличивается, мы не стоим на месте, она делает какую-то цифровизацию, но несмотря на это, все-таки нужно делать как бы техническую именно грамотность населения, тоже нужно повышать, и мы в карте, которую делали, предлагали, тоже об этом говорили, что непосредственно не только сотрудников госоргана нужно обучать технической грамотности, но и проводить какие-то тренинги, может быть, видеоуроки именно по повышению грамотности самого населения. Потому что эти результаты как раз выходили на нашем социологическом опросе, что есть такое. Не знаю, смогла ответить. Да, Гульнара Киншеликовна, здравствуйте. Уважаемая аудитория, можно, Айнура, ваш ответ дополнить? Да, конечно. Я Гульмжан Сулейменова с Астанинского хаба госслужбы, гражданка Республики Казахстан, касательно ЕГОВ и грамотности. Есть два варианта. Когда заходишь в ЕГОВ, по каждой услуге есть видео, который можно, предварительно посмотрев, пошагово увидеть, как можно получить услугу. То есть иногда бывает, что я вот какую-то услугу не знаю, как получить, тогда я смотрю видеоинструкцию и, следуя за ней, делаю определенные шаги и могу как-то правильно получить услугу. И еще есть второй вариант – видеозвонок. Когда я могу при получении услуги, если у меня есть трудности, сделать видеозвонок, и с ЕГОВ ко мне подключается сотрудник, который видит мой экран, и мне будет подсказывать пошагово, какие кнопки нажимать, чтобы правильно получить услугу. Есть две такие хорошие опции, которые нам помогают по ЕГОВ получить услуги. Я просто вот это хотела дополнить. Спасибо. Да, спасибо, Гульнара Киншеликовна. Да, не только видеозвонок, можно будет еще и с другого любого телефонного номера, кстати, бесплатно дозвониться для консультантов по номеру 1414 и единый номер для всех. И бесплатно они будут, кстати, консультировать и будут вести тебя от и до, пока ты не получишь эту услугу. По поводу, для того, чтобы получить госуслугу через портал, мы все получаем электронную цифровую подпись. По результатам исследований говорили о том, что получать электронную цифровую подпись это очень трудно, не всегда есть у нас, не всегда есть возможность ее получать, мы не знаем, как ее получать, но, опять же, не стоим на месте, и буквально, наверное, месяца два тому назад было выступление, когда мы говорили, что электронную цифровую подпись будут уже заменять на QR, либо на другие еще возможности, когда ты уже будешь меньше возиться с этими данными, и будет у тебя возможность быстрее получить ту или иную услугу. Спасибо, и у нас следующий вопрос. Так, меня хорошо слышно, да? Не очень. Не очень. Айнур Боромбаевна, я хотел поблагодарить вас за вашу презентацию. Я Умикеев Акылбек, магистрант группы цифрового государственного управления. Моя магистерская работа – внедрение информационных технологий для предоставления государственных и муниципальных услуг населению Кыргызстана. Поэтому ваша презентация для меня была познавательна.
У меня такой вопрос. Вы вот в начале презентации сказали, что вы изучили опыт, международный опыт каналов коммуникации населения. И у меня вопрос, какие положительные моменты вы подчеркнули и рекомендовали правительству Казахстана? И, может быть, какие-то ваши рекомендации были внедрены уже в Казахстане? Вот такой у меня вопрос. По поводу внедрили или нет, я сейчас уже не могу сказать. Наверное, это все в процессе, но зная, что уже есть какой-то отдел, который называется отдельной коммуникации, это уже хорошо. По поводу опыта, вот самый как бы из хороших опытов я могу обозначить вот Данию. Также нужно, наверное, проговорить о том, что не все страны еще цифровизированы, у всех еще есть бумажный, ну, как бы офлайн формат. Ну и как бы из всех остальных стран, которые мы изучали, я думаю, что Асхат, если я правильно помню имя, вы можете посмотреть в докладе более полную информацию, чтобы я вам ее не искажала, но из всех опытов, которые... Мы старались максимально брать самые лучшие из всех, которые там есть. Опять же, это вопрос открытости, это Грузия, да, вопрос принимаемых решений, а также у них были хорошие информации о том, что команда, которая работает по коммуникации, она каждый месяц проходит какое-то определенное обучение, тренинги проходят. И это все было в качестве рекомендации адресовано нашему государству, в госорганам, с которыми мы непосредственно работали. Но вот, именно какие именно из рекомендаций реализовываются на сегодняшний день или нет, к сожалению, не смогу сказать. Пока не могу сказать. Единственное, вот по каким-то выступлениям видим, что уже ЭЦП как бы увеличивают, открывают отдельное направление, как коммуникации. Если в этом году не делать мониторинг, либо, скажем, на следующий год делать мониторинг и запрашивать заново эти же все стат-данные от госуслуг, и если там будут какие-то изменения, не 2 оператора, а 5 операторов, и не все направления будут опрашиваться, а есть по определенным направлениям, то, что мы рекомендовали, тогда мы будем видеть свой результат. Но, к сожалению, как сейчас вижу этот результат, не могу сказать вам, Асхат, не смогу ответить. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Если в аудитории нет вопросов, у нас есть несколько вопросов онлайн, я их зачитаю. Бактыкан Турубинский, вопрос первый. Какова цифровая грамотность населения Казахстана? Второй вопрос. Сколько электронных госуслуг в Казахстане? И на третий вопрос, я его зачитаю. Сколько процентов населения охвачено интернетом? Уже ответила Гульдена Генова. Да, это моя коллега. Мы с ней вместе непосредственно работали над этим проектом. У нас в Казахстане покрытость 90%, но уже коллеги говорили о том, что есть вопрос качества, да, связи. Есть покрытие, но не всегда есть возможность очень быстро открыть тот или иной сайт. Не всегда есть возможность это очень оперативно сделать. Все услуги, которые предоставляются госуслугами, они предоставляются на 2 языках. Ты можешь, если ты получаешь это в электронной версии, ты обязательно выбираешь язык, на котором тебе легче, даже не на 2 языках, а на 3 языках. Обязательно казахский, русский, ну и английский, если тебе необходимо, это будет, если ты не знаешь 2 языка, но основном, это 2 языка. По поводу сколько населения охвачено интернетом. Это мы уже ответили, да? Ну, цифровая грамотность, можно говорить, наверное, о том, что мы потихоньку идем уже к цифровой грамотности. Если мы уже ЕГОВ, который у нас есть в электронной версии, более 14,5 миллионов казахстанцев уже используют эту программу, и ту или иную услугу мы получаем уже через нее. И знаете, кстати, хотя, например, в 2006 году ЕГОВ, электронное правительство, было внедрено, так скажем, все блага мы увидели как раз во время пандемии. Мы все знаем, что мы никуда не могли выйти, мы ничего не могли получить, но онлайн мы все работали, и как раз получить те или иные справки,
документы, которые нам нужны были, мы как раз проводили это через портал ЕГОВ, не выходя из дома. Все, конечно, были уже покрыты возможностью, как бы обеспечены интернетом, либо телефонными возможностями, и мы уже всего. Но в целом, если говорить о цифровой грамотности, да, наверное, где-то около 87% говорится о том, что есть у нас цифровая грамотность казахстанцев, если примерно в процентах говорить. Извините, пожалуйста, слышно, да, меня? Добрый вечер. Айнура, Добрый вечер. скажите, пожалуйста, а сколько электронных государственных услуг? Вы говорите, все государственные услуги, сколько у вас? 2000, 5000, все на электронный вариант переведены? Сейчас я вам скажу точное количество. По реестру государственных услуг, блин, я могу соврать, но я попробую найти. Еще есть вопросы какие-нибудь? Я просто сейчас по ходу посмотрю, сколько у нас государственных услуг. Просто у нас есть... Потому что в аудитории больше вопросов нет, и онлайн я тоже больше вопросов не вижу. Ага. Сейчас, и, честно говоря, я вот точно не могу количество посмотреть, но, опять же, каждый госорган старается свои услуги уже автоматизировать, сделать его в электронной версии, но есть есть услуги, которые еще предоставляются в бумажной версии. Ну и, кстати, нужно отметить, что большая часть государственных услуг, они еще предоставляются бесплатно. По статистике не могу сказать, если прям эта статистика на данный момент вам нужна, я могу просто посмотреть. Под рукой сейчас, честно говоря, не могу найти, сколько услуг у нас предоставляется в электронной версии. Но все министерства предоставляют свои услуги в электронной версии, это однозначно. Спасибо. Бабтакан Макешевна, у вас дополнительные вопросы есть? Вот я хотела узнать, потому что у меня одна аспирантка защищается по оказанию электронных государственных услуг, прям диссертацию написала по этой проблеме, и у нас в республике очень малое количество электронных государственных услуг переведено на цифровой вариант, и то, что вы говорите, общие слова о том, что стараются, да, стараются, и 88% или 80% у вас населения цифровой грамотности, что-то нереальные цифры, потому что мы с вами соседи и знаем ваших граждан. Я думаю, что здесь, наверное, презентабельность ваших исследований не так ясна для меня, например. Мне было очень интересно послушать вас, потому что мы практически тоже хотим проводить именно такие исследования, и поэтому многие вопросы у меня вызывают сомнения. Ну, конечно, работа большая, может, впервые проводится, поэтому, наверное, действительно есть такие погрешности. Я желаю вам успехов. Можно я тогда скажу комментарий по поводу, по поводу цифровой грамотности? Мы не измеряли цифровую грамотность при нашем опросе, потому что у нас был онлайн-опрос, у нас было немножко другое измерение. По цифровой грамотности я говорю вам, опять же, данные, которые есть в открытом доступе, это не наши исследования, это не проводилось и не измерялось в этом исследовании, которое мы проводили. Поэтому я просто здесь делаю ремарочку о том, что эти данные, конечно, нужно проверять. Это когда мы говорим, что Казахстан 90% телефонизирован, есть интернет-покрытие, опять же, да, говорится о качестве. Когда мы говорим о цифровой грамотности, я говорю с открытых данных, потому что мы не измеряли, не проводили исследования именно по цифровой грамотности населения. Это данные, которые предоставляются в открытом доступе. Спасибо. Дополнение можно, Кайнур, человек, который задавал вопрос. Бирмет, можете дать мой номер? Я сейчас ей вышлю ссылку на ЕГОВ, где есть весь перечень реестра электронных услуг Казахстана. Ой, было бы очень хорошо, спасибо большое. Сейчас я даже могу сразу Но же в Айнур группу Мажитова скинуть. не является госслужащим и не представитель госорганов Казахстана, поэтому всей статистикой не владеет, поэтому я вам сейчас вышлю перечень всех услуг, которые на портале ЕГОВ Казахстана. Видео ваше, что вас было что-то видно.
Гульден Ашкенова, вы можете видео свое включить, чтобы вас было видно, и в общий чат отправить ссылку? Да, давайте я отправлю. Если больше нет вопросов, мы, получается, по времени заканчиваем рано, но у меня предложение, Гульден Ашкеновна, если у вас есть дополнительная информация или информация, которая будет интересна нашим участникам, вы можете сейчас минут 5-10 у вас времени есть. Добрый день, коллеги. Спасибо за комментарий и вопрос. В принципе, мне кажется, моя коллега Айнур уже рассказала все. Я вот сейчас добавила ссылку про Гулимжан Кеншеликовну, которая просила. Ссылку на наше электронное правительство. Спасибо. Угу. Ну, у меня нет комментариев, может быть, еще есть вопросы. И на пояснение вы вопросы. Тогда у нас один вопрос для общей дискуссии от Канабека Садырбекова. Айнур Бурамбаевна, большое спасибо за интересную презентацию. Да, вопрос для общей, то есть для аудитории и для вас. Можете, пожалуйста, перелистать на тот слайд, где перечень каналов коммуникации. Мне почему-то кажется, что 15 каналов коммуникации слишком много. Для вас не кажется? 15 каналов. Это для аудитории вопрос, и также и для вас. В ходе исследования к какому выводу вы пришли? Может быть, некоторые каналы можно было бы объединить, например, Это имелось, наверное, как у нас, полно, центров тоже населения этих городах. Вот перечень. Портал «Электронное правительство» и портал «Открытое правительство» можно было бы объединить, мне кажется. То есть сам список. И интернет это тоже электронный, 15, который и тюниш, который идет. Электронное обращение. Это формально, да, тоже. Это тоже этот портал электронного правительства можно. Попробуем сейчас перевести на Кыргызстан. У нас в Кыргызстане сколько каналов, интересно, коммуникации? Если такой брейнсторминг сделаем, мозговой штурм. В колл-центре есть, личный прием есть, общественный прием есть. Контакт-центр, это колл-центр и контакт-центр, это одно и то же контакт. Онлайн-приемная и вопрос-ответ этого я не видел, да, по-моему. Вот это дорабатывается. Для него это нужны технически должно быть. Министерство ведомств отдельно у каждого есть свои. Да. Официальный сайт, это Приемная речь. Ну, вообще, если можно, да, при проведении анализа, когда мы уже в конце делали рекомендации, мы говорили о том, что нужно уменьшать каналы коммуникации. Есть каналы коммуникации, которые имеют свое название, но дублируют по функционалу тот или иной канал коммуникации. Например, контакт-центр, колл-центр, телефон доверия. Для населения это один. Просто контакт-центр, куда ты можешь позвонить, и все. И как бы нету ограничений не функциональных, потому что она дублируется друг с другом, ну и можно было бы ее упростить. ЕУТНШ тоже была рекомендацией, как ЕУТНШ можно было бы тоже упразднить, убрать, либо его функции объединить с порталом «Открытое правительство», где можно было бы там делать как бы те же самые обращения. Поэтому в рекомендациях были о том, что нужно сокращать и уменьшать каналы коммуникации. Честно говоря, когда мы непосредственно с хабом, вот как раз Гулимжан Кеншеликовна, наши коллеги, которые
вместе с нами работали с министерством. Мы когда начинали проект, я вот как не государственный человек, который не работает в госоргане, для меня тоже было открытием узнать, что у нас есть 15 каналов коммуникации, когда у тебя есть возможность одним из любых способов достучаться до госоргана, но и в конце мы понимали о том, что все-таки это нужно немного уменьшить, потому что это тоже нагрузка для населения, когда ты знаешь, что у тебя есть 15 каналов коммуникации, но сработает из них только, может быть, там 2-3 канала коммуникации. Это, конечно, ну, как бы рекомендация была о том, что нам нужно уменьшать количество, но и где-то их объединять, потому что функционал у них идет один и тот же. Айнур Барамбаевна, раз уже мы дошли до рекомендаций, может быть, вы озвучите те рекомендации, которые вы еще не озвучивали. Они будут полезны для слушателей. И если вы еще раз остановитесь на выводах. Рекомендации, они были по каждому каналу коммуникации. Я думаю, что, в принципе, можно будет на них не останавливаться, потому что, может быть, коллеги смогут его посмотреть, прочитать, но основные – это то, что мы непосредственно говорили о том, что нужно проводить тренинги обучающие именно для тех коллег, которые непосредственно занимаются коммуникацией, потому что это требует отдельного направления. Во многих акиматах, может быть, это в госорганах правильнее будет звучать, нету специалистов, которые занимаются только вопросами коммуникации. Они в большей степени совмещают там должности, да? Поэтому тут было тоже одним из рекомендаций, что должны быть именно специалисты, которые будут отвечать за коммуникацию, которые будут обучаться, которые будут все министерства на всех уровнях иметь какой-то свой определенный, так скажем, цепочку, потому что в большей степени эта коммуникация, мало того, что должно быть с населением, оно еще должно быть друг с другом. Если ты, например, работаешь в одном министерстве, и ты отвечаешь за колл-центр, ты, конечно, должен коммуницировать с партнером, с коллегой, который отвечает там за личные приемы и так далее. И вот эти вот рекомендации, одни из тех, которые вот сейчас у меня засели в голове, конечно же, были рекомендации по рассмотрению графика работы, потому что есть определенный объем по градации, это республиканский, районный, областной, потому что у всех идет одна градация и по временным, и по количеству сотрудников, и нужно было подходить, делать какое-то ранжирование, исходя из объема, количества населения тех или иных областей, потому что если мы говорим о северных регионах, то там другое количество населения, если мы говорим о южных регионах Казахстана, то там другое количество населения, и как бы один шаблон для всех невозможно использовать, поэтому нужно было для всех смотреть это по отдельности. И то, что вот как один из тех рекомендаций, которые у меня осталось вот в голове. Ну, вот о том, что нужно сокращать, объединять, об этом мы уже тоже говорили. Работа с населением именно по грамотности, именно использование тех или иных ресурсов, она тоже входила. Для этого нужно было как бы проводить различные мероприятия, в том числе, как бы, возможно, было это в школьных стенах высших учебных заведений, для того, чтобы были какие-то грамотности, увеличение грамотности населения. Ну и каждый, еще есть вот это вот специальное мобильное приложение. Мобильные приложения были только для больших городов, и там тоже было как рекомендация рассматривать возможности упразднить, во-первых. Во-вторых, нужно было смотреть какой-то определенный шаблон, чтобы у всех было одинаково, и она доходила до тех министерств, к которым они были привязаны. То, что вот помню по рекомендациям. А так по каждому каналу коммуникации были предложены рекомендации. В отчете вы можете ознакомиться в полном объеме. Спасибо. Айнур Барамбаевна, спасибо большое. У аудитории вопросов нет. Онлайн я тоже вопросов не вижу. И я хочу поблагодарить Гульден Ашкенову и Гулимджан Тулейменову, которые вам
помогали, давали нам дополнительную информацию. И, уважаемые участники, те, кто хотят получить дополнительную информацию, вы можете видеть в чате, есть ссылки, вы можете пройти по этим ссылкам, посмотреть. И я думаю, если есть еще вопросы, если будут в последующем, то через фонд мы, наверное, с вами свяжемся и уже отдельно вам отправим наши вопросы. В свою очередь, Айнур Бурамбаевна, вас хотим поблагодарить за очень детальную, содержательную презентацию, за то, что вы поделились своим исследованием, так как вы находитесь наш ближайший сосед и находитесь в том же регионе, что и мы, нам, наверное, немаловажно знать, какой опыт Казахстана, потому что когда мы смотрим на мировой опыт, то или иное применимо, а некоторые моменты могут быть неприменимы. Вот, спасибо большое, видно, что большую работу вы провели. Мы вам желаем успехов и хотим также поблагодарить за то, что вы уделили время со своей командой, что провели вот такую большую работу, и сегодня с этой работой с нами поделились. Спасибо большое. Разрешите со своей стороны, от имени нашей команды, от себя лично, поблагодарить за ваше время, за то, что вы смогли принять участие. Все результаты исследований, как уже говорила, они есть на сайте. Если есть какие-то вопросы на почту opinion@opinions.kz, можно будет всегда написать, и мы на связи. Надеюсь, сегодняшняя презентация результатов исследования, она была хоть как-то вам полезна. И, конечно же, всегда хочется сказать большую благодарность Астанинскому хабу, государственной службы, в том числе нашего координатора Гулимжан Киншликовну, за интересный проект. На самом деле, когда реализовывался этот проект, очень многого было для нас самих нового. Поэтому я надеюсь, что если какие-то вопросы будут, мы всегда рады будем открыты ответить где-то, может быть, и подсказать. Спасибо вам огромное. Спасибо. И я хочу предоставить слово Хамиту Кутбекову для заключительной речи. Спасибо. Я думаю, это будет полезно как при написании магистерских работ, так и во время работы на государственной службе, муниципальной службе и в других сферах. Спасибо большое. Спасибо. И благодарим всех участников. Еще раз напоминаем тем, кто онлайн, тем, кто находится в аудитории, пожалуйста, пройдите по QR-коду и заполните опросник по сегодняшнему мероприятию. И все, кто офлайн, приглашаем на то. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Микрофон выключи. Негде ворота паде baş vardı biraz некорректно, да? Сразу буде. Я biz akademiyada болған үшін офлайн бізден başka hiç kim yok. Онлайн Өзбекстан, Қазақстан, Тәжікстан қатысып отыр.